Еще один раздел, который мы сейчас с вами посмотрим, это случайные числа. И здесь у нас есть две формулы, которые мы можем посмотреть. Первая называется SLChis, и как мы видим из описания, нам будет представлено число от 0 до 1 включительно, то есть может быть и 0, и единица. Попробуем написать эту формулу. Как мы видим в скобках, здесь не указывается вообще ничего. Скобки в любом случае нужны, то есть мы просто ставим открывающуюся и закрывающуюся скобку и нажимаем Enter. В результате мы видим получившееся число. Оно находится в интервале от 0 до единицы. И обращаю внимание, что эта функция срабатывает много раз. То есть если мы сейчас введем в любую другую ячейку какие-либо данные и нажмем Enter, то число, которое мы только что получили, поменяется. Смотрим. И так будет происходить каждый раз. Сейчас я это новое значение уберу, и еще раз поменяется наше случайное число. При этом каждый раз оно будет меняться к новому случайному числу. Не к предыдущему, а именно к новому. И посмотрим, как в отношении получившегося результата сработают функции округления. Во-первых, функция целая, что нам дает. Пишем целое, открывающая скобка, указываем округляемое число и нажимаем Enter. В результате мы получаем 0. Напоминаю, что функция целая округляет любое число до, во-первых, целого, во-вторых, меньшего. То есть в данном случае от единицы до нуля меньшее целое это 0. То есть округляя случайное число, в данном случае мы всегда будем получать 0. Далее применим к нему функцию округл. И здесь мы видим единицу. Вернемся к функции округл и посмотрим ее параметры. Мы указали значение и не указали число знаков после запятой, поэтому число знаков подставлено как 0. Почему мы получили единицу? Потому что функция округл работает по математическим правилам. То есть вот эта шестерка по математическим правилам округляется вверх, то есть до единицы. Если мы укажем количество знаков после запятой, например, 2, то мы увидим, что у нас получилось 2 знака после запятой, причем третий из них был округлен по математическим правилам вниз. Ну и аналогичным образом сработают функции округл вверх и округл вниз. Мы видим, что округл вверх без указания количества знаков после запятой будет нам всегда показывать единицу, потому как будет округлять до целого. И если нам нужно, чтобы это было не целое, мы добавляем количество знаков после запятой. И видим, что число округлилось у нас уже не по математическим правилам. То есть вот эта четверка должна была по математическим правилам уйти к нулю, и, соответственно, мы получили бы 95. Но мы получили 96, потому что функция всегда округляет вверх. И функция округл вниз. Без дополнительных параметров будет нам всегда показывать 0, потому что всегда будет округляться к целому, меньшему. В данном случае из единицы и нуля меньше 0. Если мы зададим через точку с запятой количество знаков после запятой, то мы увидим, что округление всегда происходит вниз. Ну, в данном случае оно и должно было произойти вниз, но может быть сложно, конечно, подобрать подходящее число. Ну, в любом случае округление будет происходить вниз, до того количества знаков, которые мы задали.
Функция, напоминаю, называется sl_chis и показывает нам случайное число в интервале от 0 до единицы включительно. То есть может быть как 0, так и единица. И еще один вариант случайного числа – это функция случ между. Если в предыдущем варианте sl_chis мы не задавали никаких параметров, мы всего лишь получали готовый результат, то здесь мы можем указать то, что нам требуется. Пишем формулу случ между, открываем скобку, и далее нам нужно указать между какими двумя числами мы будем выбирать случайное. Ну, например, от единицы, далее точка с запятой до, пусть будет 50. Закрываем скобку, нажимаем Enter. Получили случайное число в интервале от единицы до 50. Четверка подходит под эти условия. Если мы в любой другой ячейке нашей таблицы внесем какие-то изменения, эта функция сработает еще раз, как и предыдущая, и будет срабатывать так неоднократно. Сколько раз вы будете вносить изменения, столько раз функция будет срабатывать, и вы будете получать случайное число в заданном интервале. Обращаю внимание, что это будет всегда целое число. И еще один вариант написания этой функции. Мы можем указать не конкретную цифру, как мы указывали на предыдущем этапе, а поставить ссылку на ячейку. Например, у нас есть единица в ячейке, и через точку с запятой десятка. Соответственно, функция будет находить случайное между единицей и десяткой. Почему это может быть удобно? Потому что мы можем, не меняя вот эту формулу, поменять принцип поиска. Например, не от единицы до 10, а от 20 до 30. Видим, да, что число подобрано уже из нового интервала от 20 до 30, 27. Функция называется еще раз случ между. Мы указываем минимум поиска и максимум поиска. Оба параметра обязательные. И в результате мы получаем всегда целое число. Этот урок – часть большого и более подробного курса. Записаться на курс вы можете на сайте sreda31.ru.